Так, все, что-то маневры я переволновался, не заснял, короче. Заехал назад ехать. Говорит, опасный выезд у них, бампер задний пострадает. Но я его уже снял, все поломал. В прошлый раз, короче. Бампер нижней части нету, фонари все скотчем облепил, пол рулона скотча. Ну, они все порастрескались, поломались, но все работает. Лампочки поменял. Все, зашибись, короче. На паром заехал. В Якутске нечего брать. Страховщикам этим позвонил, по страховке справку сделать. Они, да не, это не то, там сюда, вы сами там что-то. Ну, я думаю, ладно, в Бестях перееду, там попроще, меньше населенный пункт. Там попробую ГАИ спросить, напишут мне справку эту или нет. Такая страховка, честно говоря, бегай, справки ищи. Ну, типа ДТП такое, по невнимательности и по кривизне. Тут все с бамперами, он вчера с мужиками стоял тоже. Ну, у кого чуть-чуть, у кого угол там загнуло, у кого как. А тут, получается, на кроне фонари, вот так вот. И, ну, планка с фонарями и бампер прям заподлицо. И он начал выворачивать и раздавило фонари. Зачем так делать, непонятно. Тут был бы этот отдельный бампер. Ну, ломайся там, что хочешь, фонари хотя бы целые. А то нет, всю задницу развалил. Такие дела, в общем. Я утром, вчера, не утром, а получается, в ночь, где-то в час освободился, может, 1:30. Ночью выгрузили, я сюда приехал, тут стоял, вот сейчас вот фонари ремонтировал, бампер снял. Короче, едем назад, непонятно что. Наверное, на Владивосток, Хабаровск, может. Особо никому не звонил, так просто посмотрел. Грузы какие. Есть с Хабаровска на Магадан, вот это вот, я думаю. Уже бампера нету, что. Там паром на Алдане. В Хандыге. Может, прокачусь, посмотрю, надо подумать, короче, будет. Ладно, всем удачи. Идем на пароме. Так, еще что-то все в накопителе стоят, а мы еще не полные. Никого нету, вот я заехал. ТФК даже не помещается. Ну, там вот накопитель с той стороны, но я ночью заехал, никого вообще не было. И вот куча паромов, там у всех свои причалы, в общем. Дым стоит от пожаров, пришел в Якутск. Жарище, короче, спало из-за этого. Солнце уже не так светит. Вон солнце сейчас. Спокойно глазами можно смотреть, как в очках. В общем, такие дела. На аэропорт пошел. Ан-24. Ну, это местно, по местным улусам летает. Так, вот еще пустили партию легковушек. Сейчас, наверное, скоро будем отходить. Все, в общем, загрузились. Битком все. Ну, тут как бы пустыми не ходят. На девятке иду. По-моему, на ней. Я 2 раза на 8-ке и на Леонтьеве ходил, по-моему. Тут что-то Ми-26 прилетел. МЧСовский. Пожары тушить. Сейчас задом будем выходить. Все, даже не слышно, мотор работает на холостых. Ну, он по течению, как бы. Вот это типа бухты, наверное, течения нет, он, наверное, потихоньку задом идет. Все, Якутск, прощай. Решил
решил помыть аппарель. Ладно, идем дальше. А может, как вес подмахивает, как веслами. Ладно, идем дальше, в общем. Да, видимость вообще. Ну, тут раз шли, видно было берег, там тут хорошо четко. А сейчас дымка везде стоит, пожара. Опять это чаек кормить, они как-то сразу ниоткуда появляются. Так, слегонца запах есть, конечно, ну, горелым чем-то. Ну, дым стоит, наверное. Пожары опять, потому что жара, сразу все гореть начинает. Чайки. Как бы нет. В общем, идти нам где-то, ну, около 2 часов занимает все против течения. Ну, может, с выгрузкой не в прошлый раз замерял, там что-то в районе 2, может, чуть больше, чуть меньше. Иди сюда. Выше на руку садись. Все, в общем, пошли. Туда виды не заснимешь никакие, получается, что дым. Так что такие дела. Ну, будем причаливать, выезжать, может, там засниму тогда. Чуть-чуть чаек подкормлю. Оп. Все на лету хватают уже такие тренированные. Единственное, что им, я не знаю, можно хлеб есть? По-моему, им может поплатить. Ну, если много. В кадр попадают они. На вот тут. На. На вот так вот. Хватайте. Какая смелая окажется. На-на-на. На-на-на-на. Давай, все ближе, ближе, давайте. На, держи. Сейчас пирожок кончится и видео кончится. Давай, заходят прямо. Да, уже близко вообще подлетают.
В общем, все, покормил, пирожок кончился. Да? Так, выезжаем. Ну тут как бы перепад такой себе. Вот он, смотри, бампер. А, прошел у него. Ну, по идее, у меня пройдет. А что там случилось? У меня заднего нет бампера. Передний посмотри, чтоб не зацепить. Перед, глянь. А заднего уже нету, по идее. Ага. Не, зацепил что ли чем-то еще? Прикол. Там у меня эти осталось, ну типа крепление бампера, нижняя точка загнутая уже, еще ей цепанул. Не знаю, тут даже получается бампер, если починить, то его вообще ставить не надо. Непонятно, это еще вода высокая. Фу. Короче, едем. Сейчас без тяхи. Надо будет с ГАИ пообщаться, справку эту взять для страховщиков, потому что я позвонил этим комиссарам. Они, да нет, там, то есть все это вызывать, 3 дня ждать. Короче, если что, сам починю. Причем такая страховка, честно говоря. Ну, никто не хочет ехать, короче, на... Ну, просто, это ж не ДТП. Не ДТП, там что-то писать никому это не надо. Что-то постукивает, оторвал. Не знаю, что я тут оторвал уже. Короче, Нижний Бестях. Переправились обратно. Все, давайте, всем удачи. Так, эти тут пасутся в полный рост. На асфальте тут даже травинки рядом нету. Чисто покакать пришли. Вот так. Ну это как-то, не знаю, лошадки не пушистые или они облезли. Якутские они как-то покоренастые. Такие кругленькие, пушистые. Это, наверное, просто лошади. Ну или полиняли на лето. Не знаю. Побрились. Да, тут вообще зашли именно на такое, где высокая насыпь. Лошади, аккуратно, это кто-то сообщил. Только я машин не вижу. КамАЗ навстречу проезжал, ничего не сказал. Это я, в общем, выехал в сторону Владивостока. Позвонил, сказали, езжай опять. Что-нибудь придумаю. Ну, как-то туда-сюда глянул, ничего особо нету. Отсюда. Ну, там бесплатно только, или там 3 тонны за 80 тысяч, что-нибудь такое, там аж до Москвы. Что-нибудь такое есть. Ну, не вариант, короче. Так что дым стоит погуще здесь. Вон, видите, как впереди, не знаю, на камеру, наверное, вряд ли будет, но...
солнце аж как, не знаю, ну, сейчас не видно, где-то вот тут оно. Время 8 вечера, но тут высоковато. Еще солнце. Ну, короче, спокойно можно смотреть на солнце. Как фильтр, через фильтр. Все, ладно, еду дальше. Так, утро доброе. 20 июля. Еду назад, получается, в Владивосток. Пустым с Якутска, как обычно. Кто-то там про Риги спрашивал. Вот уже тут прикатали. Сзади уже асфальт. Вот где городок у них стоит, асфальт кладут в сторону, ну, километров, наверное, 5 положили. Это буквально за 3 дня. Я туда ехал, точно не было его. Я ж, получается, 17-го здесь проезжал ночью. А сегодня 20-е. Короче, взялись они уже основу. Все сделали. Тут пошли в эту сторону подсыпать уже так, под каток. А в ту сторону асфальт. Так, что-то тут отсыпать много, видно, надо будет. Ой. Это Риги подъем, в общем. Это вторую мы проезжаем, и сейчас вниз, вверх первая будет. Ну, между Томотом и Амгой, это Верхней Амгой. Сразу дождь ночью был, сразу дыма не стало нигде. 16 градусов всего лишь на улице, а в Якутске вчера 30 было. Ну, может, в ту сторону идет, им тоже там свежий воздух принесет это все. Дождь был где-то, не знаю, перед Улу начался, километров, короче, за 200 до Якутска. Вот это мы со второй Риги катимся, и вот это первое сделали выемку здесь. Расширили. Я думаю, к осени тут все сделают. Ну что, уже вон экскаваторы гладят, красоту наводят. Тут все откосы там делают. В общем, такие дела. Доклад обстановки. Так, что это... Остановлюсь-ка я, наверное. Ну, в принципе, так ситуация. Все заняты, короче, делом здесь. Ждем асфальт. Через месяц, я думаю, можно уже тут половина точно будет. А так, гравийки было, эти две реконструкции, где-то 30, наверное, в районе 30. Вот там еще кривовато, конечно, сейчас будет тут место. Ну, сейчас засниму. Ну, вот это место еще тут. Ну, еще выемку заканчивают. Вот это, видите, снимают. Еще в уровень не вышли, я так понимаю. Это как яма, наверное, вот это вот под этот уровень дорогу будет зачищать, я так понимаю. Ой. Ну, по идее так. А там, не знаю. Может, это просто обочины, где выкапывают, чтоб наледи там собирались, на дорогу не лезли. В общем, тут пока вот такая ситуация. До асфальта тут, наверное, в последнюю очередь время дойдет. Такие камушки накопали, попались говышки. Вот это 275-й КамАЗ
ЦУ. Ну так где-то 50 тонн весит эксплуатационная масса. Ну да, 275, ага. Ну это как бы типа средненький считается. Есть еще 375, потом 475. Но эти уже как бы на дороге вряд ли встретятся. Они в карьерах в основном. Где-то на добыче. В общем, да, вот этот участок, ну, я думаю, тут еще будут что-то они поднимать, равнять, потому что такие перекосы, бугры, как-то, не знаю. Ой. В общем, такая ситуация. Все криво, но утешает, что сейчас асфальт начнется. И асфальт уже будет где-то до Большого Немныра. Возле Большого Немныра, да, реконструкция. Потом возле Тита еще будет гравийка. Сам Тит. А потом, получается, после Нагорного уже за Нерингре до границы Амурской областью. И потом самый такой участок плохой, это за Лопрями, там будет перед Тындой, там асфальт еще с советских времен, и как бы он уже весь там попортился. И за Тындой, и потом еще возле перед Соловьевском вся гравийка. Ну, в общей сложности, может, там 100 наберется километров, 150. Да, наверное, 100 скорее. Не знаю. По настроению, когда настроение есть, кажется, вечность едешь. Нету, то есть настроение, кажется, вечность едешь. Все сразу прояснилось, видимость появилась вдаль. 16 градусов на улице. Вообще свежо, классно. Даже спалось нормально. Я вот спал возле там ручей, в общем, и дом. Ну, кто знает, тут ездит, там просто в лесу стоит кафешечка маленькая, закусочная, с площадкой. Это между Амгой и, получается, за Амгой, вот сюда, в эту сторону. И там, она там одна. Получается, Верхняя Амга, там осталось 2 дома, да, живут люди. И вот эти вот, у них дизель-генератор там. Яичницу с утра пожарили, чаю, так нормально. Позавтракал, поспал. Аж по-другому выспался, как в Якутске спать там. Ну, жарко, у меня вроде этот кондиционер автономный. Ну, стояночный. Ну, что он там, 5 часов где-то поработал, выключился, потому что аккумуляторы. И вот еще все тоже гравийка, и поверху еще прямо там. Ну тут уже подсыпали, видно, что мелкая фракция уже. Может, вторая какая-нибудь бригада начнет оттуда сюда навстречу. В принципе, быстро они кладут асфальт, получается. За 17-го ночью я был, 18 ночь, 19, ну, 3 суток. Уже так нормально они положили. Я, правда, не заснял. Поверьте на слово, как говорится, процесс пошел. Каждый раз уже будет все меньше и меньше по гравийке ехать. Ладно, в общем, всем удачи на дорогах. Да, за Томотом снова лето. Солнышко вышло. Короче, едем, все нормально. Остановился так уже пройтись. Чуть-чуть грязи. Риги проезжал там после дождя, получается. Колеса в порядке.
Вот у меня сзади что, бампер я снял. Ну, то есть он вот здесь вот на двух болтах вот этих вот крепился. Тут оторвало все. Вот эти вклепанные места. Болты остались. Ну а тут фигурная работа скотчем по фарам, короче. Всю позалепил на ухнарь. Ну по дождю проехал, видите, ничего, все работает. Лампочки поменял на них. Эти, ну, стряхнулись спиральки. Видно, когда заломало, там тряхануло. Ну так, честно говоря, сделано как специально, чтобы все сразу ушатать. Поменять потом все. Можно так ездить. Подкатный брус вообще должен быть, но оно даже вот эти вот части вот крепления завернуло. Получается, если даже и мудрить что-то с бампером, надо будет эти фонари как-то выше поднять, вот сюда. А бампер может поуже какой-нибудь купить, вот где-то вот до сюда, чтобы он был. Как-то так, потому что если заново все новое поставить, в Якутск ехать нельзя. Там опять будет бампер. Ну, даже если его снять, крепление бампера будет загибать. И это еще типа ровно сейчас. Вода высокая. Типа. Тут грязи налипло. Тут тоже все в порядке. Сейчас, кстати, вот на пустой машине ничего не клацает при трогании, не свистит, не пищит, ничего. Не знаю, почему-то нагрузка. Ну, вот, реально, может, вот подсказали этот крестовина передняя. Она бывает такой тык-толчок. Может, из-за люфта какого-то на крестовине. Посмотрю, в общем. Короче, без нагрузки все в идеале. Едет как хочешь, газуй там. Не газуй, тормози, ничего не это. Ходуном не ходит. Там Мерс подъехал тоже. Стояли в этом. Подъезжал с ним, разговаривал. Вчера ночью в Улу. Катит. Ночью не ездит. Что-то у него с корректором фар случилось. У него фары выключаются. Говорит, брод переезжали где-то. По самые фары воды набралось. Что-то заглючил этот гидрокорректор или как он там по высоте. Что-то коротит, в общем. Ладно, двигаем дальше, в общем. Все ништяк. Так, это у нас большой НМНР. Ну, быстро делают. И тут еще было как бы просто основа уже подсыпали под асфальт. Там асфальт с той стороны уже идет. Тут спасибо дорожникам, они платоновскую рамку построили, обход специальный. Ой. Специальный обход платоновской рамки. Ну, она такая еще и дистанционно тут будет что-то проверять. Надо бы ее нечаянно зацепить, конечно, каким-нибудь бульдозером. Он как раз стоит. Тоже 275-й. Камацу. Ну тут поселок подожил, я уже говорил. Брошено было все вообще тут. Тут оставалось там, не знаю, энтузиасты, может, какие-то. А сейчас там наверху база складирует подстройку. НПЭ, ну, насосно-перекачивающая станция рядом. Ну, пожалуйста, сайдингом обшили, котельную восстановили. Ну, пожалуйста, рабочие тут дорожники и газопровод там, не знаю. Тут раньше ДРСУ стояла, все развалилось. Ну, база была, не знаю, вот тоже зачем разобрали, непонятно. Крытый, теплый был бокс.
Это Большой Немныр. Река одноименная. И дальше асфальт у нас до, получается, до Тита подъема. Тут такие камни на берегу прям нормально. А там будет даже тоже в лесу наверху, то есть ну как, я не знаю, такое, как в камниках такие, как вроде землетрясением их там вытолкнуло наверх. Ну, почвы нету, просто огромные валуны. Ну, видно, что это не насыпали, это просто такой рельеф, вообще без почвы. Ну, там дальше будет, в общем. Ну, такой, видите, асфальт здесь. А то я все время снимал, что типа одна гравийка. Вот база хранения материалов там каких-то, видно, потом развозят по участкам. Одна, вот вторая, трубы сложены. Ну, за деревьями не видно. Ну вот они. Не знаю, для стройки. Ну, короче, склад труб. Всяких отводов там. Ну, в общем, ладно. Чуть-чуть заснял, как дорожники помогают автомобилистам обходить платоновские рамки. Да, тут был Малый Немнер. Сейчас самосвал вон тусуется. Подснесли вот здесь остатки зданий. А это осталось еще. Тут подстанция какая-то. Что вон, ЛЭП выходит со всех сторон что-то. Раньше тоже жили люди. Ну, правда, тут, наверное, не очень-то. Мост старый, вот он, деревянный, еще уже развалился. Да, даже вон линии на деревянных столбах еще стоят, держатся. В общем, Алданское Нагорье. Едем сейчас. Тит скоро будет. Ладно. Тут асфальт нормальный. Ну, как бывает, иногда прыгуны эти надо смотреть. Знаки, в принципе, стоят. Неровная дорога. Прямо перед подъемом на Тит асфальт заканчивается. Так, мы на Титу. Вон до сих пор снег есть, тут 23 градуса, а снег кусочек живет еще. Панорама. Вот с Магадана едут на Тойоте, я с ним пообщался, как дорога, спросил. Говорит, нормально, но скальником сыпят, надо ехать потихоньку, чтобы резина выжила. Короче, тоже там идут работы, расширяют там мосты, собираются строить, там расширяют все. Ну, сыпят, но асфальт еще не начинали ложить. Тут чуть-чуть мусорка. Ну, песики живут, не знаю, на горе, что они тут делают. Может, дорожников там, которые внизу, база у них зимой есть. Ну, тут такие виды панорамные. Ну да, 10% написан уклон. А почему-то никто заехать не может зимой. Да. Ладно, едем дальше. Сейчас в Хатыми там заеду в кафешку. Перекушу, да буду ехать. Что тут могу сказать? Тут как-то вот этот знак 10%, тут какая-то аномалия у них. Потому что пустая машина на 7-й передаче на горняке не держит.
летит, аж обороты заканчиваются. Тут явно не 10%, там на 7-й, чтобы вы понимали, на 7-й груженный с Новопавловского перевала идешь. Груженный. И там, в принципе, на 7-й просто чуть-чуть иногда придерживаешь, как обороты подходят. Тут же на 7-й пустой. Летит как этот с горы. Короче, место может быть как бы по теодолиту, если смотреть, может и 10 уклон, но что-то тут какая-то аномалия, как есть, вот знаете. Визуально смотришь, типа подъема, машина катится на подъем, типа, ну там как-то магнитное поле или. Так и тут. На 7-й пустую машину на горняке не держит. Аж до 2200 там обороты дошли, пришлось переключаться на 8-ю. Короче, такое место волшебное. Ладно, тут дальше пылим. Сейчас получается гравийки здесь, ну, километров 5, наверное. И асфальт будет. Уже до Нагорного получается по асфальту бежать. Ну, почти до границы. Шишки, кстати, вон они, которые на Тойоте с Магадана, там пошли шишки сломаны, ну, зеленые есть еще. Вот на кедровом свальнике где-то вот такого размера. Так что урожай будет. Ну тут, конечно, по свальнику ходить, он такой густой, получается, не просматривается ничего. Надо как-то, не знаю, с мишками, чтобы мне это не встретиться. Так, что-то раскатился, а тут лунный пейзаж. Ай. Ладно, в общем, 657 я от Нижнего Бестяха, вот я обнулил, проехал. Да что ж ты, трясогузка такая. Пацаны что-то шатали зилка. Ладно, трясемся дальше, в общем. Всем удачи на дорогах. Вон там внизу тоннель. Ну, поселок тоннельный был, военная часть как-то раньше была, не знаю, охраняли. Ну, уже не видно. Ай, а тут немного асфальта кривого. О. К границе подходим республики. Тут виды такие. Весь становой хребет видно. Внизу железка, там вот заход в туннель на Якутию. Там вот это вот маленькие столбики, там это нефтепровод идет, ну и газопровод тоже там вот видно, как ручеек такой в дороге, ну что идея. И там, наверное, туда НПС-ка стоит, насосно-перекачивающая станция, которая, ну они где-то примерно, не знаю, раз в 100 километров, наверное, точно стоят, потому что она в Большом Немныре. Вот выходим тут, ой, видоны, класс. Ну, стекло, конечно, побитое, все так через побитое стекло. Ну, все, кедровый свальник. Как раз мишки тут. За шишками пойдешь, и вариант встретится, конечно. Даже когда-то было такое. Ну, батя в автобазе рассказывал. Ходили, 3 машины стали, ходили там по
Ну и ходит же толпа, и тут за кустом этот собирает, хрустит там что-то хрустит, он спрашивает, ты там, ну по имени, а оттуда вот так, как сквозанули все, как сайгаки, перепрыгивали через эти кусты там по склону. Ну, оно сразу получается, видите, какой густой он такой, по ним там еще и проходить заводаешься. Когда медведь зарычит рядом, сразу можно олимпийские рекорды ставить. Организм переключается. Да, будете сами удивлены от своих возможностей. Тут-то мишки есть точно, вот там вот на знаке видео сбрасывали, выходили. Они там с утреца, может, там приходят понюхать, что там в мусорке выкинули интересного. Ну тут пока асфальт, сейчас это, ну, границы еще не подходим, это по, ну, Нагорный сейчас поселок будет. Ну, я имею в виду рядом уже, сказал, границы прямо. Тут просто видовые такие места, вон выходишь, просторы все видны. В общем, такая обстановка. Наслаждаемся видами, катим потихонечку, пока асфальт. Это вот видите, лиса даже не убегает, вот она ходит. Ну так вроде нормально выглядит, не знаю. Молодой лис просто не понимает машины. А может бешенство. Когда бешенство, они тоже это такие, ну, ведут себя так. Ну, на отморозе, типа ничего не боятся. Это мы на Нагорный поднялись. Ну, от Нагорного подъем. Сейчас по верхам идем. Лиса вышла прям по дороге, садит. А, да. Вон, пацаны тоже засекли. Ну, тут такое бывает, что это. Она машину не понимает, привыкли к шуму там. Молодая вся. А этот. Ну и глухари эти. Тоже. На дороге стоит, такует, будет стоять вот так вот посреди дороги, не объедешь. Ну, весь нахохорится там. А когда дверь открываешь, выходишь, тогда боится. А машину вообще не понимаю. Там вот на Зимник ездили, там станет посреди дороги, ты тресни. А весной у них там такуют, ходят. Ой. Ну а тут такая вся дорожка, конечно. Трясогусочка. Тут он тоже с мужиками разговаривал. Вот с Союза как раз, который на пароме был. Он говорит, вот здесь сейчас стоянка будет. Он утром ехал, и медведица с двумя мишками вообще маленькими была. Ну такие, прям как... Сколько они там зимой рождаются. Вообще манюсенькие же такие. А это, ну, такие, как собака, типа размером, может, средненькая. Ходили, мусорки проверяли тут. А я что-то как-то уже все видели там на Титу. Я уже многих там и видео есть. Как он в мусорке сидел. Такой молодой тоже. А мне не попадает. Ну, надо рано утром ехать, а непонятно, может быть, с утреца там на рассвете где-нибудь выйдут, а потом уже, когда начинается движение, они, конечно, тут не будут сидеть просто смотреть. Не знаю, что тут дорога, гора, подъем. Там вот этот на Якута подъем, а есть вот по низу через станцию. Что ее там не сделают, не знаю.
Прямо ни одного подъема, ничего. Просто по ровному вот там вот обходишь. Ой, а тут еще такая гребенка породистая прямо. Ух, расколбас. Ну, машина, кстати, ленивец поднятый сейчас. Она как-то получше идет. База длинная, ленивец как бы не это, ну, не мешается, потому что с ленивцем он как-то в него удар прямо чувствуется. Ну, вот когда такие канавы, а сейчас он поплавнее все-таки. Но все равно колбасит, конечно, на скорости. Я-то еду потихоньку. Вот эта стоянка, вот здесь медведица с медвежатами гуляла. Не, можно, конечно, купить сосисок, там навалить кучу сосисок или какого-нибудь корма там для собак, огромный мешок тут высыпать, от него запах будет, и стать на ночевку. Они-то по-любому тут рядышком где-то ходят, эта территория. Их, наверное, иногда захаживают, проверяют, что тут как. Ну что тут такие дремучие кушери. Не знаю, даже пройти, наверное, проблемно будет. Опасный участок 2 километра. А это спуск у нас к ручью Якут. Так, надо как-то подсбавить, что ли, я не знаю. А то я сейчас как сквозану отсюда. Тут тоже зимой как бы такой проблемный участок, если тут, ну, типа как Тит. Здесь подвисают и на Титу. Разогнаться не получается, как бы все ж типа с разгона надо, да, и получается, что так, ладно, тут аж пробуксовывают. Ой, так, тут что-то трау, газель загнал, что ли. Загнал. А, это парень, по-моему, ехал впереди меня, что договорился, типа, давай поедем на... А, нет, это не он. 21 регион. То просто этот ехал, такой же газель, 126 регион. Я думал, он какие-то запчасти у него отвалились, это, наверное, на трав закатились. Ну, здорово. Так, а я на механике остановился, но механика умная, она сама переключилась. Ага, привет. Так, ну и тут речей Якут внизу. Так как бы тут спускаться? Сейчас я, наверное, не на горняке буду спускаться, а на этом, на круизе. Круиз для спуска. Так нажал, все, он сам будет там горняком включать. Он тогда как-то поплавнее идет, чем вот сам я единичку нажимаю, он уже как-то, ну, пытается все время остановить машину. Сейчас скорости добавлю чуть-чуть. 25 пусть. 25, и вот он идет, автомат сработал. Но сейчас не горняк. Или горняк, не пойму. Не, наверное, горняк. Такие дела, в общем. И тут получается, ну, километров 15 до границы. Ладно, все рассказал, что знал про эту местность. В целом в Якутии все понравилось. Рейс отлично сложился. Только бамперу заднему не понравилось, наверное. А так все нормально. Не, что-то круиз ничего-то не справился. Он аж уже далеко убежал. Пытается что-то там оттормозиться. Надо 8-ю. Ну, получается, проскакивает на неровностях и, ну, получается, колесо оттормаживается, он отключается, идет раскатка. А так поплавнее идет сейчас. Тоже затяжной, видите, какой спуск. Ну и подъем, соответственно, оттуда там с поворота выходишь и нету места на разгон, сразу подъем идет.
все, в общем. Ладно, выключаюсь тогда. Всем удачи. Да, вот этот, кстати, вот от ручья Якут, этот маленький подъемчик, вот эта ширина дороги, вот это как раз вот, это тут ничего не расширяли давно уже, это вот такая она была, вся старая примерно, вот чтобы вы понимали, в лучшем ее виде, как бы. Вот этот именно участок, тут склон такой сильный, да, и тут склон, тут никто ничего не сделал. Как еще в 80-е годы вот этот участок был, наверное, так и остался. Только, может, забор поставили. Тут вот, это вот стоит АБЗшка, наверное, дорожники, да? Ну, похоже. Ну да. Ну, может, возьмутся. Не знаю, тут, правда, что-то не видно, чтобы они что-то делали. Сильно прям. Ну, это не похоже на старателей. Это явно асфальтобетонный завод стоит, эти банки. Как раз тут чуть-чуть уже осталось. Потом пойдет асфальт нормальный, потом асфальт ненормальный. Не знаю, докуда поеду еще. Ну, уже вечереет. До Лапрей, может, доеду, посмотрю как-то. Неохота там трястись возле Соловьевска. По канавам. Ладно, в общем, да, только одна, этот экстрим трасса, в общем. Ну, а если в Магадан поедете, там 2000 километров вот такого кайфа. Тут как бы так еще, ну, 30 километров проскакал, по асфальтик, забыл уже за это. А там именно просто все время 2000. Там, когда асфальт перед Магаданом, там я у кого-то смотрел, они вышли, там асфальт целовали. Скакали там дней 5, наверное, 4, наверное, там ехали. Да. И вот он уже ручей Якут. Вот это, наверное, старая была дорога, вот. Или, нет, это, наверное, объезд был какой-то. Непонятно. Труба, наверное, то старая дорожка, вот так, да. Моста уже нету. Так. Тут тоже какая-то насосно-перекачивающая станция. Ну, ее вот сверху было видно. Какой там номер? Компрессорная номер 5. КС-5. Ладно, в общем, все заснял. Уже темнеет. Сейчас до границы доскочу. И все. Так, на закате. Подошли мы. Вот граница. Ну, это стоянка на границе, а там сам знак чуть дальше. Тут тоже снимали медведей, получается. Выходил медведь. Проверял, что тут как. Ну, видео тоже есть. Ну, тут вида никакого. Все вокруг кусты. Вот она. Саха, республика Саха. Все. Амурская область дальше. Ну, сейчас Амурская область, конечно, встретит ласково асфальтом. Вот он, асфальт сразу. Ну, это еще Якутия, наверное, там знак стоит еще. Хоть бы грейдер пора уже запускать, наверное. Да, хочешь объедь. Объедь. Тут тоже виды бомба. Я просто хотел тут уже облака или туман стелится, не знаю, там вот над горами.
Сейчас на стояночку. Тут, кстати, в прошлый раз не было асфальта. Вот сюда подкинули асфальт. И туда как-то вниз. И туда я не поеду прямо. Вот так вот чутко встану. О! На закате мощно. Не знаю, видно? Там памятник строителям БАМа, площадка. И тут это мы на Становом хребте. Водораздельный хребет идет. Все реки в эту сторону в Лену впадают, уже с той стороны реки в Амур идут. Так что где этот у меня? О, по этому поводу надо. Да, как-то громко не получается, не знаю, надо. Короче, из Якутии на Владивосток. Все, удачи всем на дорогах.